Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Что он сегодня думал о вас? Его чувства, его планы. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Представьте этого человека, его глаза, его голос, его улыбку. Задайте ему вопрос. Что ты сегодня думал обо мне? Какие у тебя чувства и планы на меня? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на загаданного вами человека. Что у него было к вам сегодня? Его мысли, его чувства и его планы на вас. Так, мужчина думал он достаточно много, я бы даже сказала, он мечтал прям-таки целый день о вас. Мечты у него разноплановые, разнохарактерные, и говорят они о том, что вы ему, конечно же, очень-очень нравитесь. Здесь мужчина, он просто полет фантазии, у него, конечно, тут сумасшедший. Он много думал о интиме с вами. Вот прям представлял во всех красках, в разных позах и в разных местах. Возможно, накануне он там чего-то насмотрелся, фильмов для взрослых, да, и проецировал это все на вашу пару. Как бы вы вместе, скажем так, реализовали ранее увиденное, да. Знаете, тут у него прям такие... Фантазия в этом плане просто горит. Даже не знаю, стыдно об этом говорить. Ну да ладно, девочки, смотрите, мужчина очень много мечтал. У него все мысли вот идут кусочками и оторванные от реальности, да, потому что здесь больше идут такие интимные какие-то вещи. Здесь идут прям, я не знаю, там он Супермен, либо Спайдермен, кто он там, вот, покоряет вас своими суперспособностями и прочее, прочее. То есть как бы, 18+ информация, в общем, идет. Зацикливаться на ней я не хочу, лишь скажу, что вот он прям он балдеет, да, от этой темы. Он на ней зациклен. Если у вас уже был интим, то он его никак забыть не может. Мечтает вас удивить в следующий раз, да, мечтает услышать от вас там слова восхищения, прочее, прочее. Если интима между вами еще не было, то он прям мечтает и представляет во всех красках, как бы это могло быть, как бы это могло случиться. Вот. И еще мужчина думал о том, что ему лучше сделать, куда вас, например, позвать, пригласить. Я не знаю, если это муж, вы загадали мужа, да, и вот смотрите на мужа, то у него какие-то, не знаю, то ли планы на отдых, то ли на поездку на какую-то. То есть тут, знаете, какой-то момент идет, что либо он отпроситься у вас хочет куда-то, да, вот прям ему куда-то надо, да, и он думает, как бы мне у нее отпроситься так, чтобы там ее не обидеть, и чтобы она случайно со мной вместе там не напросилась, да. Но у него там какие-то мужские дела, я не знаю, с чем они связаны, может быть, с друзьями, рыбалка, охота, чем он там у вас увлекается. Либо, если это не ваш муж, вы не загадывали на мужа, то он хотел бы с вами куда-то съездить, но он не знает куда. То ли он не знает ваших вкусов, то ли он не знает, к чему вы привыкли. То есть спросить он, скажем так, стесняется, да, чтобы не выдать секрет, тайну, сюрприз, да, чтобы не испортить. А так вот он, может быть, там ваши социальные сети просматривал, где вы отдыхаете, что вы любите, что вам нравится, да. Думая, да, может быть, кому-то из ваших там подружек, там, друзей написать, спросить, что нравится, куда лучше там пригласить, отвезти, чем удивить. То есть здесь у него такой прям квест, и он периодически, да, прерывается на вот этом вот, на интимную близость, назовем это так, да, мысли об этом. Вот такие моменты у него происходят. У него, кстати, сейчас в жизни происходит какая-то трансформация по работе, по возможностям.
То есть у него буквально вот еще там где-то неделя-две, и просто вот что-то выстрелит конкретное, очень важное, денежное и перспективное. Он, знаете, как бы он этого ждет, но вот сомневается, да, вот сомневается, думает, что, наверное, не получится. На самом деле получится. И я вам больше скажу, что, скорее всего, вот неделя-две, да, и он может потеряться на какое-то время. Но вы не должны переживать, вы должны понимать, что мужчина вас любит. Смотрите, здесь у меня в венце, да, вышли двое, а между ними чаша любви. Понимаете? Мужчина вас любит, и мужчина готов вам, скажем так, обеспечить кров. Да, то есть, если вы не в паре, то он готов жениться на вас, то есть он это рассматривает, он об этом думает. Если вы его, например, уже жена, то он думает, я не знаю, там что-то улучшить в доме, может быть, квартиру, ипотеку взять, не знаю, купить что-то, построить, да, вот он думает, что вот да, я мужик, я должен кров обеспечить моей любимой женщине. Вот такие моменты происходят. Ему очень нравится, как вы к нему относитесь, ему нравится ваша мягкость, ваша доброта, ваша ласка, ваши какие-то прям, я не знаю, мимимишные штучки. Может быть, он от них и отворачивается, дескать, я ж мужик, да, что-то ты мне такие там мимимишки делаешь. На самом деле очень ему приятно. Знаете, я могу предположить, что детство у него было либо тяжелое, либо какое-то строгое воспитание, либо он вообще на улице вырос, да, то есть тут две крайности. Ему не хватило любви, ему не хватило вот прям женской любви, поддержки не хватило. Либо мама какая-то была у него строгая, либо наоборот устраивала свою личную жизнь. И мальчик рос без любви. Он видел ее у других, он видел там у соседей, у друзей, да просто на улице, да, как там другие мамочки гуляют со своими детками. И понимал, что его недолюбили. Из-за этого он вырос немножечко закомплексованный, неуверенный в себе. И знаете, вот у него такая вот мысль, да, не дает ему покоя, что меня не за что любить, меня не за что полюбить. И если она со мной, то есть имеется в виду вы, то значит за что-то, да, может ей нравится, что я там успешный, либо что я там денежку могу заработать, либо там, что у меня, там, не знаю, фигура спортивная, да, и мне нужно иметь всегда что-то, да, какой-то козырь в кармане, чтобы она меня не бросила. То есть человеку невдомек, что можно любить просто так, ни за что, ни за какие там профиты и ни за какие бонусы. Можно любить за то, что ты есть, да, за то, что ты прекрасный человек, за то, что ты живешь вообще, в принципе, да, в этом мире. Вот ему этого не хватает. И иногда вы с ним в разговорах, либо вот вы его не понимаете, он может закрываться. Вроде все хорошо у вас шло, потом раз в один момент он закрылся. Мало того, он еще может пропадать и прятаться. Когда ему нечем вам, там, не знаю, там, прыснуть в лицо, да, показать, какой я классный, там, накидать на себя пуха, нету его, да, то он предпочитает прятаться, потому что все ваши разговоры, они и строится на том, что он бьет себя в копытом грудь и рассказывает, какой он классный, как у него все прекрасно и какой он успешный. Когда нечем поделиться, нечем похвастаться, как говорится, да, он предпочитает отсидеть и отмолчаться, потому что вот неправильно у него какое-то восприятие жизни. Вам бы по-хорошему с ним на эту тему поговорить и ласково своими словами объяснить, за что вы его полюбили, за что вы хотите быть с ним, какие конкретно, да, его качества, и лично его качества, а не там успешность и состоятельность, да, вас привлекают, да, что нравится. Потому что, я не буду говорить, что он считает вас меркантильным, он в принципе так относится ко всем людям. Он считает, что проблема в нем, да, что его любить не за что. Так, что касается его чувств. Чувства его переполняют. Я вижу и с вашей стороны влюбленность. Видите, с вашей стороны есть рог изобилия, с его стороны есть. Здесь есть влюбленность. Здесь еще не та самая искренняя, чистая, огромная любовь, а именно вот такая прям страстная влюбленность, я бы даже сказала. Даже если это ваш муж, он еще не дошел до пика любви, это еще предстоит. Человек влюблен, вы ему очень нравитесь, он, скажем так, пылинки с вас, да, сдувает. И тут опять же таки сложность общения. У него огромное желание всегда вам нравиться, соответствовать, блистать, я не знаю, там, как рыцарь в золотых доспехах. Доспехи-то на самом деле не золотые, а медные, да, и он боится, что вы это поймете, что он будет рассекречен, и что вы
ну, отвернетесь от него, да, отвернетесь и скажете, ну, иди куда хочешь, все, хватит, задолбал, надоело, ты там неудачник, 5-10. Поэтому он всегда немножечко привирает. Вот в ваших разговорах всегда вот, ну, все, что он говорит, нужно делить там, я не знаю, на 2. То есть он привирает, он пытается быть, ну, вот прям, я не знаю, на высоте, да, и чтобы вы им, ну, увлекались, гордились, чтобы нравился, да. Вы замечаете, что он иногда подбирает, да, есть вот прям ощущение, вы, может, даже несколько раз его ловили на том, что он там соврал, но пока вы терпите. На самом деле, опять же таки, терпеть не стоит, потому что я вижу, у вас вот накопилось уже, да, накопился ком недоверия и вот прям подозрений. Вам почему-то кажется, что он вас обманывает. Поэтому лучше с ним вот прям проговорить. Вот разговор, он должен состояться между вами, даже если это ваш муж. Прям конкретный разговор, без упреков, без каких-то вот тыканий пальцев, без там, не нужно клеймить друг друга в чем-то. Нужно просто сесть и спокойно поговорить. Что нравится, что не нравится, что устраивает, что не устраивает. Просто все проговорите. Что касается его планов. Ну, планы здесь у него, конечно, грандиозные. Вот любить вас вечно, да, быть с вами в паре, в браке, в отношениях. Но здесь больше, конечно, просматривается вот все. Она моя, я хочу ее. И смотрите, как вот, да, в вашей паре всегда он на высоте. Вот видите, какое положение у вас неравное. Он, значит, выше стоит, занимает как бы лидирующую позицию, а вы, соответственно, вот намного ниже. И даже вот в представлении о вашей любви, вот оно сердце, видите, оно неровное. Вы такая маленькая, да, вот здесь между вами, да, общая дорога, и он такой огромный, да, то есть симметрии нет. То есть человек уже изначально настроен на то, что любит он сильнее, вкладываться в отношения должен больше, и, ну, скажем так, лидер он идет, да, лидер. Хотя на самом деле, вот по правде, да, я вижу, что он вовсе и не лидер. Он, ну, закомплексованный мальчишка. Вот извините, но идет именно так. То есть его поведение, его мысли, ну, не говорят о лидерстве, не говорят о прям взрослом мужчине, да. Скорее вот это мальчишка, там, не знаю, 13-14 лет, у которого в одном месте чешется, да, и который вот живет какими-то иллюзиями, представлениями, и вот такой хвастливый, вот реально хвастливый идет. Но, мои дорогие, главное, что он вам нравится. Я вижу эту чашу, он вам очень нравится. И главное, вот понимаете, что он, как это сказать, да, у него врожденные вот эти комплексы. Возможно, действительно проблемы этих, его проблемы, да, его вот социализации, они из детства идут. Поспрашивайте его, что было в детстве. Может быть, если бы он вам немножечко рассказал о себе, вы бы, ну, немного как бы смягчились, да, к нему и, по крайней мере, понимали, как ему помочь. Вот такая идет ситуация. Так, мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.